ідэй, тым больш нацыянальных, і русский язык и все. Слово белорусское подразумевает, разная трактовка может быть. Но я думаю, что правильно начать, я вас покритикую чуть-чуть, можно? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми, не глядячи ні на што, ці насуперак усяму, працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, сябра каардынацыйнай рады, айтишник, бизнесмен, былый вице-президент компании ЕПАМ Максим Багрыцоў. Я правильно сказал, былый вице-президент? Да, правильно. Ці просто у доўгатэрміновым адпачынку? Лучше былый. Лепш былы. Да, так будет более корректно. Максим, я до вас, может быть, першае с таким пытанием, потому что вельмі часто нам задавали такое пытанне, калі мы кажем там, что вот беларускую нацыянальную ідэю шукаем, и казали, что вы займаете неким глупством. Вот вы можете сказать, якая нацыянальная ідэя у немцаў, там, ці у шведаў, там, ці у французаў. А вы столько гадоў, колькі там, 18 гадоў прожили у США. Угу. Вот вы ведаете нацыянальную ідэю США, американцев? Конечно. Якая? Конечно. Но вот самое главное, они, наверное, не формулировали бы это таким образом, как вот американская, белорусская национальная идея. Потому что слово белорусское подразумевает, разная трактовка может быть. Они бы говорили национальная идея Беларуси. Как страны, как независимого образования, как суверенного образования. Да? И они бы, конечно, говорили о своих ценностях свободы, в первую очередь. Они бы говорили про американскую мечту. Они бы говорили про то, что вот благодаря этим свободам каждый человек, какие бы ни были даны стартовые условия, имеет шанс как бы стать миллиардером. Вот это вот как бы у них много таких вот ценностей. Свобода слова, свобода религии и так далее. За все хорошее против всего плохого. Вот как Рэмбо и Рокки смотрели, вот вам американская национальная идея. А вот яна неяк так вот гучыць таким слоганам. Ну вот калі мы вот лічым, что у французаў гэта свабода, роўнасць, братэрства, гэта вот такая нацыянальная ідэя ўсё ж таки. Ну, можа, была ў свой час, а зараз засталося просто таким прыгожым таким вобразам, але была. А вот у амерыканцаў такі слоган кароткі национальной идеи есть? Я слогана не знаю, вот к своему стыду, но и я не политолог, поэтому, конечно, я не эксперт. Но я думаю, что у многих как раз вот к вопросу о французах, да, у многих в голове в качестве визуального имиджа появится статуя свободы. Это вот когда люди туда приезжали на кораблях, иммигранты, и это первое, что они видели, когда они вот приплывали к нью-йоркским портам. Вот это, наверное, один из самых-самых таких вот символов серьезных, что они приплывали в свободную страну, где были необъятные совершенно возможности. І тады пераходзім да беларускай тэматыкі. А беларусам увогуле нацыянальная ідэя нейкая патрэбная? Ну, это скорее вы мне, наверное, должны сказать, потому что у вас, наверное, этот цикл передач продолжается, насколько я понимаю, уже довольно долго. Да? Уже третий год пошел. Ну и как ваши собеседники вот примерно сейчас, если статистически подбить, к чему все склоняются? Давай, як философ, вот сформулюй канчатковую выснову. Ну, все, что вы рассказали про Америку, только здесь и на белорусском языке. На белорусском или на белорусском и на русском? И на английском, и на китайском. Крайне правое крыло утверждает, что только на белорусском центристы за русский и белорусский вместе, а крайне левое крыло за русский и английский. Ну, вот крайне левое крыло... Оно еще не приходило, но я его как бы... Не, вот был у нас такі вельмі добры персонаж, музыка, один з заснавальнікаў гурта Dream Ecstasy Філіп Чмыр, который это было крайне левое крыло. Который сказал, что ввогуле национальная идея это некая безглуздица, что это вообще фашизм, что не трэба нам ніякіх ідэй, тым больш нацыянальных, і русский язык і все. Вот. Ну, правда, потым даведаліся, что дзяцей ён сваіх аддаў
спецыяльна ў беларускамоўную школу. Вот. Но вот в принципе так вот, без всяких национальных и идей и по-русски, але вот дети в белорусскомовной школе. Ну, я думаю, что правильно начать, я вас покритикую чуть-чуть, можно? Ну, конечно. Да. Я думаю, что правильно начать, вот даже как Максим стал сразу говорить, правые, левые, центристы. Да, наверное, эксперты сейчас могут как-то еще вот эти вот навесить ярлычки. Для обывателя нормального, я обыватель, вот для нас сейчас навесить ярлык, кто такой крайне правый, особенно в Беларуси, вот я не представляю, как себя определить. Я думаю, что я окажусь где-то в центре, если мы начнем обсуждать, но это я предполагаю. Что у вас там за шкала разделения, очень сложно сказать. Да? И мне кажется, что национальная идея все-таки должен происходить не от того, что нас разделяет, а что нас объединяет. И в этом смысле национальная идея любых новых образований сейчас, которые появляются, я думаю, что с большим преимуществом это будут достаточно гражданские или общечеловеческие ценности, под которыми подпишутся все. Вот завтра появится непонятно откуда национальная идея Тимбукту, и я думаю, что мы с Максимом и с вами, Змитер, сядем, будем обсуждать, вот, чтобы это было правильно для них, и 80% того, что будет объединять вот какую-нибудь такую вот новую народность, или новую страну, или новое образование, они будут те же самые. Почему? Потому что мир сегодня интегрирован настолько, и особенно, значит, вот та часть цивилизованного мира, которая истоки несет в европейской цивилизации, что у нас ведь очень много совершенно общего. Надо лупу взять, чтобы, например, посмотреть, где ценности, не знаю, там, французские и России, да, вот где они так уж кардинально отличаются. Потом мы вернемся к тому, как там была написана «Война и мир», на каком языке, потом еще к чему-то. И кажется, что, елки-палки, на самом деле вот огромное количество этого всего, да, оно очень-очень-очень близко. Потому что это все европейская цивилизация, потому что есть определенные ценности. И я бы на самом деле не начинал с того, чтобы разделять, что вот правые хотят вот это, и вот как мы правых определили, а левые хотят вот это. Я бы сказал, что давайте посмотрим на последние 6 месяцев, каким образом белорусский народ и как вот все наше общество, с какой скоростью оно объединяется. Отчасти, конечно, благодаря или вопреки не очень умелым действиям властей. Отчасти благодаря тому, что оказалось, что когда людям нужна помощь, вот как с ковидом было, огромное количество людей сразу вот оно очень быстро поднимает руку и начинает помогать. Или там вот был тот случай, когда с водой было не очень хорошо, да, и как все сразу стали разводить воду. То есть у нас есть очень много объединяющих вещей, и мне кажется, с них надо начинать. И надо учитывать, что у нас уникальных вот таких вот каких-то соображений, которые отличаются от остальной части Земли, будет немного. Будет буквально парочка. И когда вы будете на эти уникальные вещи смотреть сквозь призму 80%, которые у нас общие, и с Россией, и с Германией, и с Литвой, и с Польшей, и с Францией, то тогда и немножко лучше, может быть, мы будем понимать, что такое и для чего эта национальная идея нужна. Да, у нас есть немножечко какая-то своя специфика. И в первую очередь, конечно, суверенность. Но у нас есть и огромное количество ценностей, которые нас объединяют со всеми нашими соседями. Вот вам и национальная идея. Ну, слушай, вот с точки зрения России очень все хорошо звучит. У вас с нами одинаковые ценности, так зачем же вам этот суверенитет? Давайте-ка мы вместе будем бороться за одни общие универсальные ценности. Ну, и вот, бачите, это ж вы чули это? Паскрабі любого российского либерала, и там имперец будем. Вот он, имперец вам зараз говорит. Зачем вам? Ну, не, просто я как бы не на этой позиции стою, но она мне как бы первая приходит в ум. Вы как бы на ум первая пришла. Ну, если мы все вместе, а Россия как бы говорит, что, в общем, давайте как бы мы с Россией объединимся. Ну, Беларусь должна войти в состав России, ценности общие. У нас общие цели, у нас общие устремления. И вы хотите прав и свобод. И мы тоже по-своему, на свой лад, со своим путем тоже идем к правам и свободам. И Литва, и Латвия, и Эстония. Зачем вы все от нас ушли? Потому что как бы у нас общий проект. Да, мы все хотим примерно одного.
Если бы мы с вами вели этот разговор в 91 году или в 93-м, то я уверен абсолютно, что на тот момент... Ведь давайте не забывать, что Александр Григорьевич пришел к власти во втором туре против вот Вячеслава Кебича, который тогда был откровенно пророссийский, по крайней мере, вот, ну, его программа общая была. И я вот говорил это уже несколько раз. Я очень хорошо помню перед вторым туром, как он обещал, что вот сейчас начнут раздавать российские рубли. Угу. И мы говорим 94-й, не 93-й, 94-й год. Да? То есть и в те годы, вот, я думаю, что то поколение, которое было вот только-только свеженькое, выросшее в Советском Союзе, я не думаю, что национальное самосознание именно о том, что это отдельная государственность, это отдельная страна, оно было достаточно сильно. Сегодня ситуация поменялась. Сегодня, если вы поговорите даже вот с людьми, которые выросли уже или там родились еще в Советском Союзе, но не особенно помнят, и они выросли в независимой Беларуси, у них есть какой-то набор элементов, в первую очередь касательно того, что у них есть национальное самосознание, что да, у меня есть белорусский паспорт, я белорус. Чем это отличается? Это отличается тем, что это не огромная страна, это страна поменьше, где культурно и по каким-то другим соображениям все-таки есть немножечко изюминка. Вот эта изюминка, когда люди на протестах на лавочку, чтобы встать, снимают обувь, это то, что после протестов как бы улицы очень чистые. Я до сих пор помню первый раз, по-моему, я приехал в командировку в 90... Вот как раз, наверное, был 94-й год, Волгоград. И мне люди говорят: о, а мы когда-то были в Бресте 15 лет назад, и нас там автомобиль пропустил на пешеходном переходе. Да? Вот есть какие-то вот эти элементы, которые даже в 90-х уже чувствовалось, потому что вот есть как-то вот оно так образовалось. А сейчас это поколение, оно себя осознает как независимое государство с огромным количеством связей, с огромным количеством дорожных карт по союзному государству, которые, кстати, не очень там работают, но которые должны работать на благо двух народов. Но при этом, понимая, что здесь должно быть свое правительство, свой парламент, свое самоопределение, и эти люди с этим выросли. Оно есть, его невозможно сейчас взять и вот убрать. Это есть так, как оно есть. И вот тут есть, конечно, какой-то набор, мне кажется, достаточно простых, вот как-то они даже иногда малоосязаемые, вот эти вещи, да, вот как разговор, как то, что мы всех к себе приглашаем, то, что у нас самый большой процент, наверное, разработчиков в мире на душу населения там, и так далее. Вот есть какие-то моменты, которые Беларусь сейчас уже за эти 20 с лишним лет выделили. И сегодня это выглядит для всех, мне кажется, и снаружи, и внутри, как совершенно нормальным образованием государственным. Так что я с таким меньше сталкивался, наверное, чем вы, Максим. Ну, просто смотрите, если у нас у всех ценности одинаковые, и все мы хотим примерно одного и того же самого, то вот зачем нам мучиться с Лукашенко, ну, вам мучиться с Лукашенко, когда, допустим, можно как-то вот объединиться заново с Польшей. А сюда приедут хорошие, уже выученные, уже отдрессированные польские силовики, польские судьи, которые тоже отдрессированы гражданским обществом, ну, польским, за все это время. И, в общем, все чего вы хотите, все, чего мы все хотим, можно достигнуть очень быстро. Просто вот они приедут, и все. А если Польша не нравится, то можно с Голландией объединиться. Там вот тоже как-то перейти на голландский язык, потому что голландский язык, в нем вот как бы и пропаганда особая, это как вот в Беларуси есть, ее нету. И с судами все лучше, и полицейские там лучше, они точно не будут бить людей дубинками просто так. Только если ты этого заслужишь, только и постараешься это заслужить, и так далее. Давайте с Арубой сразу. Это вот бывшая голландская колония, там тепло, это Карибиан. Да. Вот, мы наладим как бы прямые связи, и будет... Новая Зеландия еще. Мне Новая Зеландия нравится. Да, будет замечательно. То есть, я так понимаю, у вас роль в программе это, значит, провокатора. Да. Не, ну как бы я довожу... Адвокат дьявола. Да, адвокат дьявола. Максим, я думаю, что надо вернуться, потому что все примеры, которые вы приводите, они белорусский народ здесь не будут объединять. Они будут, наоборот, разъединять людей, которые считают, что надо больше вот идти на восток или на запад. А что их всех объединяет? Что дружить надо со всеми, работать надо со всеми, зарабатывать надо на всех. Надо зарабатывать на своем географическом положении. Да? И вот когда вы начинаете смотреть, что объединяет людей, а не разъединяет, тогда и понятно, что Польша не прокатит.
Ну, потому что вот, да, кто-то, может быть, хотел бы жить в Польше, и, в принципе, многие живут. А кто-то хотел бы жить в России, и, опять же, многие живут. И это нормально. Через 2000 лет мы, в принципе, с вами, знаете, как в Стартреке, может быть, все будем там жить в, United Federation of Planets, да? Это бога ради. Там, я уверен, что все меньше и меньше границы вот на земном шаре, они будут иметь все меньше и меньше значения, да? И виз будет все меньше, и всего остального. Почему? Да? Почему? Почему? Потому что, к этому как бы вроде как сейчас все идет. Ну, не знаю. Я вот в Беларусь из России въехал со второй попытки. Вот, буквально на днях. Ну, это ковид. Ну, Да, кто знает, когда он закончится? Никто не знает. Но я думаю, что в конце концов тут как бы все люди на земном шаре должны бороться вместе с болезнями, например, или с бедностью. Причем бедностью такой, нищетой даже правильное слово, да? А с какими-то еще вещами. Ведь что, опять же, вот одна из вещей, которая очень хорошо, мне кажется, объединяет белорусов, и вот пока на сегодняшний день, мне кажется, что тут есть небольшой нюанс, который отличается пока от том, как вот в Беларуси организованы вещи и в России. А люди очень социально ориентированы, и все-таки разрыв между сверхбогатыми и сверхбедными, что, кстати, огромная проблема сегодня для Соединенных Штатов. Вот если там взять какие-то проблемы в Штатах, которые сегодня очень остро стоят для них, это разрыв между очень богатыми и очень бедными. И то, что, по сути, нет на самом деле нормального плана для интеграции общества вместе. Вот у нас сегодня здесь эта проблема тоже есть, но она стоит не настолько остро. И вот этот вот элемент... ковид это показал, вот опять же, когда люди стали очень быстро помогать друг другу. Мы можем сейчас вот на этой платформе, на этом общем опыте, негативном за 2020 год, мы можем на самом деле как на ступенечку подняться и объединить общество еще больше. И вот этим и нужно заниматься. Да, это отличается, например, от некоторых других стран, где отношение к тому, что есть сверхбедные и сверхбогатые, это все нормально. Ну, например, в Азии. Огромное количество таких стран, где к этому отношение совершенно нормальное, и они пока не ставят задачу перед собой вот это сделать. В Европе, например, с другой стороны, они очень внимательно относятся к тому, чтобы более-менее сразу после рождения у всех детей были более-менее равные условия в образовании, в воспитании, во всем остальном. Вот очень хорошая ценность. Давайте объединяться вокруг этого. Давайте объединяться вокруг того, что у нас есть возможность из Беларуси построить одну из самых прогрессивных стран технологически. Ну, понятно, я как бы вот сам, как там Александр Григорьевич говорит, яйцеголовый, да, для меня это очень близко. Почему для меня это очень близко? Потому что ты ездишь по миру, особенно по Калифорнии, и с хорошей вероятностью, когда ты говоришь, что ты в Беларуси, тебе говорят, точно, у меня на работе есть программист из Беларуси. Вот как бы появляется вот какой-то вот имидж такой, появляется идентификация. Давайте подумаем, может быть, экология, вот тоже очень важный вопрос, который, я считаю, очень может нас всех объединить. Вот вам целый ряд тезисов под объединением вокруг национальной идеи. И дальше надо просто делать. Надо меньше говорить, и надо просто делать и продвигаться в этом направлении. То есть, правильно я вас понял, национальная идея вот в вашем исполнении, ну, как вы представляете, это возможность вот в этих границах на свою собственную модернизацию. Ну, то есть, все страны модернизируют себя сами, да, все страны сами выстраивают свое образование, свое здравоохранение, там, как у них работают университеты, как у них функционирует бизнес, налоги. И независимость Беларуси, да, она дает шанс вот на этой территории, вот здесь, как вот здесь, сделать это все самим, и именно так, как вам кажется, что это будет лучше всего. Конечно, и выбирать свою скорость. Очень важна эта скорость. То есть, вот национальная идея для Беларуси своя скорость. Конечно. Это один из принципов, это один из признаков. Да? Потому что какая-то страна, может быть, следующие 50 лет будет еще очень медленно развивать какие-то социальные институты. Посмотрите даже, вот, как можно было использовать ту же платформу «Голос», которая была выбрана во время выборов, чтобы дальше развивать эту концепцию для развития прямой демократии. Ведь, в конце концов, есть плюсы и минусы любого устройства государственного, но у нас есть уникальная возможность увеличить прозрачность всего того, что здесь происходит, в том числе и государственное управление, потому что мы за этот год сделали огромные шаги в этом направлении. Да? И мы готовы к этому. Общество показало, что оно готово. Большая часть общества показала, что она готова к продвижению вперед очень-очень быстро. Да? В этом смысле я считаю, что достаточно
разных признаков и критериев, которые определяют Беларусь сейчас как очень хорошо сформированную, с хорошим имиджем структуру. Да? Да нет, я немного о другом, о смысле существования Беларуси. О том, что вот для этих 9,5 миллионов людей есть шанс на свою собственную модернизацию, на свое собственное движение в современность. Да, как один из. Потому что если ты являешься частью, не знаю, Польши, Латвии или Литвы, ты должен двигаться в их ритме. Конечно. Ты должен, у тебя нет возможности сыграть по-своему. Именно так. И давайте я вам приведу пример, например, вот что, один из примеров, что, мне кажется, в Польше очень сильно развито, что мне кажется, опять же, тут я не политолог, не эксперт, что в Беларуси вот уровень, в Польше все-таки уровень как бы религиозности, например, достаточно высокий, да? И конкретно это католицизм. А Беларусь все-таки это как бы все-таки двухконфессиональная, да, и в то же время здесь, то есть, ну, вообще говоря, вот уровень намного ниже. То есть эти все страны, они развиваются уже сейчас, как они развиваются. Тут даже вопрос не в том, что мы с вами думаем, да, тут вопрос, чтобы посмотреть, что уже произошло. И как бы использовать это, и как бы двигаться, ну, не против течения, а как бы двигаться в том направлении, в котором народ, который живет на этой территории, хочет двигаться. Да? И вот мне кажется, что в этом смысле, если вы посмотрите, что нас уже сегодня определило, что за последние 20 там, с лишним лет произошло, вы увидите все вот эти вот критерии, все вот эти признаки, по которым Беларусь для любого человека в мире может быть определена и объяснена, что это такое. В общем, все народы на этой планете хотят примерно одного и того же самого, тут я с вами согласен. Все хотят свобод, все хотят гарантий, все хотят среднюю зарплату, как в Берлине. Вот, и Змитер хочет, и я хочу. Но достичь этого, это как бы, ну, как планка, чего мы хотим. А вот достичь этого, это вот как бы на своих территориях, кому повезло в этой истории, у кого есть своя территория и возможность, свои границы и полный пакет документов на то, чтобы делать все, что хотите. У кого есть свобода действий, да, вот как у белорусов, те сами выстраивают себе путь вот туда. Сами придумывают себе реформы, сами на свой страх и риск там, договариваются с инвесторами там, или не договариваются и двигаются туда. И, в общем, это и есть смысл Беларуси. Абсолютно. Але я вот все ж таки зараз перахаплю ролю адвоката д'ябла. Я працягну Переходящее знамя. думку вот, Максима. С аднаго боку вот, пра гэтае, калі ён вас спрабаваў тут это дакалупваць, што дык давайте раз аднолькавыя там мэты, жаданні, там свабода, дэмакратыя і гэтак далей, развіццё, там далучымся да Польшы там ці да Расіі. А вы настойвалі, што нет, на сваёй тэрыторыі самі ўсё. Я да таго, што вот у такім выпадку слова нацыянальнае, вот нацыянальнае нешта, ці не лішняе у гэтым нашым беларуская ідэя и нацыянальная дадаем. Что тут национального? Ну вот тут вопрос, какой корень вы используете, национальность или нация. И вот когда вы проводили аналогию с Соединенными Штатами, там слово национальность, там как бы есть ethnicity, ну в том смысле, что есть много достаточно испаноговорящих вот, иммигрантов, есть много как бы вот происхождения европейского и афроамериканцев, да? То есть у них есть вот такой момент, да? Но вот я все-таки воспринимаю ваш вопрос как национальная идея. Да. То есть это прежде всего образование территориальное с набором каких-то принципов, как это организовано, с основными принципами, какая у нас, насколько мы сфокусированы на социально, да? Что для нас приемлемо с точки зрения уровня свобод, что для нас приемлемо с точки зрения права, как мы хотим жить с точки зрения разделения религии и государства и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле, если вы посмотрите, у Беларуси сформировался очень прогрессивный на самом деле сегодня потенциал, которым можно, во-первых, очень хорошо, комфортно себя чувствовать для ребят и для людей, вот, особенно молодого поколения, которое интегрировано в мировую экономику. Потому что тут действительно вот уровень ощущения свобод, если убрать вот небольшие какие-то проблемы, которые у нас есть сейчас с государством, на уровне голов, на уровне того, как люди с тобой разговаривают, на уровне того, как люди вступают в производственные отношения, он совершенно замечательный. То есть и нам надо просто продолжать это развивать, нам надо
продолжать работать с тем, чтобы наши государственные органы и наши органы управления тоже действовали, в общем-то, в том же самом русле, в котором сегодня мы с вами вступаем в нормальные отношения. Вот, Дмитрий, вы говорите по-белорусски, я говорю на русском, Максим говорит на русском языке. Но нет же никакой проблемы. В этом и есть свобода. Да? Свобода есть, когда мы уважаем, что у нас есть какой-то элемент разницы, но в то же время мы вместе вот нормально находим общий язык и, самое главное, приходим к какому-то конечному результату. І тим не менш, вот я хотел бы все ж таки для вас, вот мы вызначились, там, свобода, развитие, прогресс, там, и так далее. И все это на якой мове, под якими символами, ці мають значение некое там традиции, культурные коды? Ну, Давайте так, вот, чтобы проще было и понятнее. Допустим, у белорусов получилось. ага. 2021 год, допустим, вы какой-нибудь министр. Вот давайте вот министр путей сообщения пусть будет. У вас пресс-конференция. Встает журналистка и задает вам вопрос по-белорусски. Угу. По-белорусски. Угу. А вы на каком языке ей ответите? На русском. А она попросит, что вы по-белорусски вы ей не ответите? Ну, попросит, я постараюсь. Там с ошибками. Ну, то есть вы будете учить и белорусский или не будете? Если вы становитесь государственным чиновником. Я считаю, что вот это как раз вот вы видите, вы скатываетесь, с моей точки зрения, к вопросам, которые не такие принципиальные. Что очень важно, что чтобы в Беларуси было столько школ со стольким количеством языков, сколько нужно. Да? То есть, как бы вот сейчас очевидно... Чекайте, калі я спытаўся, на якой мове, то, што пытанне прагучала по-беларуску, это не означает, что я говорил менавіта про беларускую мову. Да. Может, вы скажете, там, английская, китайская. Замечательно. Теперь давайте посмотрим, на каком языке сегодня разговаривают родители, их дети и хотят разговаривать. Сегодня, безусловно, есть много семей, где люди стараются размовлять по-белорусски дома, и это... у них должна быть право выбора разговаривать на этом языке и развивать. И если для них это важный элемент, замечательно. И такие школы будут востребованы, и многие люди будут туда ходить. Если кто-то делает выбор разговаривать на русском языке, это абсолютно... Ну, то есть это невозможно, я считаю, строить свободное общество и по такому принципу, да, проводить границу. Это неправильно. Должна быть полная свобода и инклюзивность. На каком языке чиновник отвечает гражданину? Ну, тут есть тут интересный момент. То есть вот я, допустим, я гражданин Беларуси. Зашел, какую-нибудь государственную контору, их тут полно. И задал им вопрос по-белорусски. Вот на каком языке они мне должны ответить? Вернусь обратно к стране, в которой я, провел 20 лет. Там достаточно много граждан, которые разговаривают только на испанском. Это их основной родной язык. Традиционно, естественно, что в Соединенных Штатах основной язык был английский. И с каждым годом все больше и больше служб поддерживать начинают испанский. А если вы будете в Нью-Йорке покупать, например, билетик на метро, то там автомат будет вам выдавать, минимум, наверное, 4, 5, 6 языков, включая русский. Потому что много наших с бывшего Советского Союза соотечественников живут в Нью-Йорке. Да? Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы государство и какие-то бизнесы, которые являются критичными или частично спонсируются государством, у них это ответственность и обязанность сделать это комфортно для гражданина. Понимаете? Поэтому если взвесили достаточное количество людей, перестают вдруг говорить на русском языке. Что сегодня мы с вами знаем, что это нереально. У нас нет людей, которые некомфортно на русском могут получить. Да, значит, тогда надо сказать, дорогой чиновник, говори обязательно на белорусском языке, потому что огромное количество людей, которые к тебе обращаются, они говорят только по-белорусски, а им просто непонятно. С другой стороны, любой, даже в городе, где я жил, там человек, которого назначили по пиару и по мидии, ее специально находили и искали, чтобы она говорила на 2 языках.
на испанском и на английском. Почему? Потому что достаточно много людей, которые живут вот в этом городе, они говорят только по-испански. Вот логика какая должна быть. Это должна быть не национальная идея, не еще что-то. Язык – это инструмент общения. Это инструмент того, как мы с вами приходим к общей точке зрения. Тут политики как бы не должно быть. И дальше, как оно получится, так оно и получится. Я считаю, что наша национальная идея должна быть именно в том, что мы всех к себе вот притягиваем, потому что у нас лучше, потому что у нас круче, потому что все хотят из всех стран мира переезжать в Беларусь, несмотря на то, что у нас солнца мало. Я Вот больше вам очень отправили. люблю смотреть канадское телевидение. Ну, так получилось. Ну, просто сидишь и смотришь. Вот когда Трюдо говорит, и когда такие публичные выступления, то он, зараза, никогда не говорит только на английском или только на французском. Абзац на английском, абзац на французском. Вот тут относительно недавно сел смотреть, была какая-то почтенная у них там пресс-конференция, и вышел товарищ, который отвечает у них за взаимоотношения, за развитие территорий, населенных индейцами. Значит, он говорил на французском, потом он говорил на английском, а потом он перешел на язык какого-то из племен, которые вот там, но племен там много, поэтому его замы говорили на языке еще каких-то племен. Это было очень смешно, при том, что они все белые. Нет, подожди, одна женщина, которая была зам, она была из Индии, в общем. Ну, как бы, ну, вот. Да, ну, я не знаю, как это. Вот. И вот в Беларуси такое будет? Вот это пример очень хороший. Почему? Потому что он показывает, как вот более-менее прогрессивные государственные деятели себя должны вести, особенно по отношению к меньшинствам. Потому что у индейцев там и так у них хватает исторических причин обижаться на всех, кто живет сейчас на территории Северной Америки. Понаехавших, да. Потому что у них, естественно, если, допустим, они уже включат свою там национальную или националистическую или еще какую-то это самое, то понятно, что все, кто на этом континенте, они приплыли откуда-то еще. Но вот в данном случае пример канадский, я считаю, что это очень правильный подход, потому что ты смотришь, как у тебя разбивается просто вот население по каким-то признакам, да, и ты пытаешься каждый день всем давать один и тот же сигнал. Ребята, вы все наш народ. Каждый человек, независимо под каким ты флагом ходишь, независимо от того, что ты делаешь, чем ты занимаешься, где ты когда-то родился, сейчас ты гражданин Беларуси, ты наш. Мы с тобой, мы тебе поможем. Даже если ты там преступник, мы тебе поможем. Даже если ты заболел, ты инвалид. Вот что важно. И вот это, тогда появляется действительно настоящая национальная идея, которая развивается вместе со временем. Она не застрявшая где-то там в Средневековье, а она, наоборот, продвигает нас в будущее. И вот этот пример, он очень хороший. То есть, предполагаем, что, опять же, вот, у белорусов все получилось. 2021 год, вы министр путей сообщения. Выступает какой-то президент или президентка, мы не знаем, кто она. И, значит, один абзац на русском, один абзац по-белорусски. Правильно? Да, какая у нас диаспора, наверное, следующая, вот, где вот именно национальная идентификация, Поляки, наверное, польская, да? Ну и то есть... пару фраз на польском, чтобы им весело было. А Полищуки? Вот у Полищуки. Ну, вот эти вот. Как бы... И у них будет свое телевидение или нет? Вот где-нибудь отдельная кобранская телебашня. Ну, давайте начнем с того, что дистрибьюция сейчас вот информации, да, и телевидения, оно умирает по-любому. Так? Свобода интернета и того, что вот мы же с вами как будем? Вряд ли через антенну нас будут показывать. Наверное, это интернет. Пока. Максим, создавайте. Я вот сейчас... У нас, кстати, завтра хакатон начинается как раз-таки по новым средствам MIDI. Вот. Значит, вот приходите, создавайте, значит, медиа для Полищуков. Мне кажется, что эта идея еще там не было в списке. Собирайте команду, начинаем в пятницу к вечеру субботы, чтобы, значит, уже была медийная структура для Полесья. Давайте. Это не занятая область. Почему нет? Так делайте все, что угодно. Ведь подумайте, в мире сейчас как бы огромное количество вот таких вот идей. Оно возникло не потому, что вот уважаемый эксперт или там Змитер или кто-то сказал, да, это нормально, в этом есть национальная идея. Потому что люди сели, посмотрели, сказали, вот это нас объединяет, мы хотим делать так. Мы идем и делаем.
Все. Смотрите, правильно я вас понял, что вот в вашем понимании белорусское государство, вот здесь, оно не должно принимать сторону ни одного из языков. Языки развиваются сами по себе. То есть белорусское государство не будет искусственно поддерживать белорусский язык. Белорусское государство, из того, что я услышал от вас, не будет поддерживать русский язык и никакой другой язык. Оно будет предоставлять всем говорящим на этих языках возможности говорить и пользоваться им. А там кто победит? Перейдет... Где ж роля национальной державы? Давайте сделаем шаг назад, потому что сегодня, конечно... Да, само государство, оно озабочено экономикой, правом, чистотой и порядком в СИЗО. Чтобы в СИЗО было все прилично, чтобы там было прилично сидеть. И тем, чтобы все чувствовали себя хорошо в стране. Это очень важно. И, конечно, реальность сегодняшняя, вот если вы посмотрите социологию, на каких языках мы с вами все разговариваем, вот я же з Міцера тоже, я разумею, я размаўляю не вельмі добра, но я разумею. Разумею украинский, не так хорошо, конечно, да, но тоже. То есть, почему, мне кажется, то есть, отвечая вот на ваш вопрос прямо. Государство за какой-то язык или не за? Государство должно будет поддерживать в данном случае, у нас же практически везде сейчас, в общем-то, достаточно развитое двуязычие. И это должно оставаться, потому что посмотрите, на каком языке разговаривают все. Вот в кафе вы заказываете, о чем вы говорите. Большинство населения разговаривает на конкретном языке. И роль государства для того, чтобы служить людям, а не навязывать свою повестку. Роль государства заключается в том, что оно помогает всем себя чувствовать хорошо. Дальше. Надо ли продолжать и помогать развивать свои национальные традиции? Конечно. Так это же красиво, это замечательно. Это то, что нас вот нам приятно. Да? Песни приятно слушать, приятно петь, приятно ходить в театр и слушать пьесы на белорусском языке. Но тут очень важно понимать, что государство лучше бы, чтобы оно все-таки не слишком сильно вкладывалось в такие вещи. Лучше давайте, чтобы государство обеспечило для всех уровень свободы такой, когда люди сами начнут это все продвигать. Театры будут отлично развиваться с минимальным вмешательством государства. Вот мы знаем с вами по Купаловскому. Чем меньше вмешательства в дела театра, тем лучше, правда? Тем лучше театр будет себя чувствовать. И давайте на заканчэнне праграмы все ж таки яшчэ раз. Вы ж айтишник, компьютерщик, программы ж пишутся там короткими фразами. Вот можете короткой такой сказом, слоганом сформулировать то, что вы сказали зараз, але коротко. Национальная идея от Максима Багрыцова. Наверное, нет. Это сложная задача. И вот вы, поскольку сказали по поводу IT, новое... Вот это же формулирование вот этой национальной идеи, это не что-то, что может делаться с кондачка. Особенно, когда мы хотим, чтобы это объединяло 9,5 миллионов. Это что-то, где надо очень внимательно, аккуратно подумать и выбрать как раз-таки правильные слова, которые будут близки для всех или почти для всех. Добре, я сформулюю по-іншаму. Ёсць нацыянальная ідэя, у адпаведнасці з якой вы, асабіста вы жывеце, і вот у мяне такая, вам падабаецца, бярыце і вы сабе. Да, наверное, свобода, прогресс, социальная справедливость. Все, точка. Свобода, прогресс, социальная справедливость. Все хорошее против всего плохого. Все хорошее. Что ж, свобода, прогресс, социальная справедливость. Национальная идея от Максима Багрыцова. А вось такі вось кубачек от крамы Сымбальбай, Еврорадио и нашей программы «Идея X» вам на память, каб вы не забывали, как станете министром путей сообщения. Да, вот гэтым галоўным чыгуначнікам Беларусі, каб не забываліся, что свобода, роўнасць и справедливость — это основные идеи, якія назаўсёды, а не только на дадзены момент. И вот обратите внимание, Еврорадио по-английски, «Идея» на белорусском, X тоже английский. Так что вот вам и национальная идея. Вот. Максим Багрыцов, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайте и глядите нас. Ідея X на Єврорадіо.